Здравствуйте, уважаемые зрители. Абснахабар продолжает работу. Сегодня в необычном формате. Абснахабар плюс Саяшара. По привычке будем говорить правду. И мы пригласили сегодня в студию Нисваршпа, чтобы поговорить о последних событиях, поотвечать на вопросы, высказать свой анализ по актуальным темам. Поэтому я сразу передам слово Нисфе и попрошу вас подписаться на Абснахабар и подписывайтесь на Аяшара. Мы есть везде. Нисфа, добро пожаловать. Мы с Ливаном готовы. Да, спасибо большое за возможность задать вопросы прежде всего. Ливан, начну с последнего. Несколько дней назад вы вместе с депутатом Каном Кварчи были у нас в Аяшаре, давали пресс-конференцию, и мои коллеги были на ней. Вы обратились ко всем кандидатам для того, чтобы они высказали свое мнение по поводу той информации, пока неофициальной, о лишении вас, Кана Кварчи, и еще одного ветерана войны, депутата парламента, гражданства Российской Федерации. Мне вот очень интересно знать, за эти несколько дней какая-нибудь реакция была, хоть один из кандидатов высказался, и не знаю, если не публично, то, может быть, лично выразил какую-то обеспокоенность или готовность помочь, не знаю. После нашего заявления я ни в публичной сфере, ни лично не общался ни с кем. Я думаю, то же самое у Кана Кварчи, такой же информации. Если была бы информация, мы бы обменялись ею. Но я надеюсь, что сейчас будут публичные там дебаты, и что журналисты уже напрямую зададут вопрос, потому что такой, скажем, реакции на происходящие события мы не услышали. А за эти дни, может быть, какой-то ответ все-таки получен официально? Нет? К сожалению, тоже не получен, но я надеюсь, что вообще вокруг Абхазии ситуация, как можно заметить, меняется в лучшую сторону. И приезд ответственного теперь за Абхазию в администрации президента России Кириенко Сергея Владиленовича, я думаю, это очень, так скажем, позитивный, положительный момент, что изучается ситуация именно в Абхазии, встречаются с официальными лицами, с исполняющими обязанности Валерием Рамшоховичем. Встреча буквально перед тем, как мы начали записывать, мы увидели. Я считаю, это очень положительный приезд, потому что есть возможность напрямую спрашивать. Мы еще не общались с Валерием Рамшоховичем, но я думаю, и на встрече, может быть, и эти вопросы были заданы, или, по крайней мере, есть возможность теперь задавать напрямую эти вопросы. Поэтому мне кажется, сейчас уже есть адресат, есть человек, с которым можно, так сказать, обменяться информацией. И это, я думаю, очень, так скажем, положительный момент. Вообще, в целом, приезд такого высокопоставленного человека, в Абхазию не впервые происходит, да? Что касается назначения господина Кириенко куратором Абхазии, если честно, я такой информации официально ни на одном ресурсе Российской Федерации не нашла. Но тем не менее, именно он приехал, он сегодня здесь, в Сухуми, и именно с ним связывают, скажем так, некую нормализацию ситуации. Оттепель. Может быть, не совсем оттепель, но, по крайней мере, что-то в позитивную сторону, какое-то улучшение. Но Ливан, ты правда думаешь, что приезд одного человека и господин Кириенко в Сухуми родился, да? 7 лет прожил. Да, даже если его здесь не было давно. Но получится ли ту всю грязь,
Вот ту всю мешанину, которую, я позволю себе сказать, Аслан Бжани со своей командой за все эти годы навешали не только на отдельных людей, да, но на страну в целом, удастся ли исправить, не знаю, улучшить, изменить? Я так смотрю на это. Во-первых, нужно смотреть, что происходит в информационном поле, потому что одно без другого не бывает. И как только появилась информация, что, как ты сказала, куратор сменился, мы видим репортажи на официальных российских государственных каналах. И, например, я считаю, что очень важный приезд был Семена Пегова, который тоже со своей стороны осветил позицию абхазского общества. Здесь я считаю, что помимо смены куратора, мы можем видеть, по крайней мере, если так анализировать, как происходит сам визит Сергея Владимировича в Абхазии. Да? То есть он знает важные знаковые места, да, места силы, места борьбы абхазского народа, и он их посетил. Мы видим, что он был и на Гуместинском мосту, он на могилу Владислава поехал. Это уже такие сигналы для абхазского общества. Вопрос, который ты сформулировала, можно ли откатить вот все, что было сделано, я думаю, что уже не сразу произойдет, если будет такое стремление. Но, по крайней мере, вот я сегодня у себя в посте написал, что надеюсь, что мы от этих протокольных взаимоотношений, да, которые не совсем, можно сказать, межгосударственными, да, это не непривычная такая, скажем так, деятельность между государствами, мы от них отойдем, но это уже с двух сторон. И я думаю, что все-таки сегодняшний приезд — это как бы такая протянутая дипломатическая рука. Теперь надеюсь, что абхазские руководители, кто бы ни стал президентом или как бы у нас ни завершились выборы, что и мы тоже себя будем правильно позиционировать. То есть такие, скажем так, сигналы, которые сегодня мы получаем из России, я их пока оцениваю как позитивные. Дальше, мне кажется, уже фактические шаги тоже будут показывать настроение Кремля. Например, будет ли продлена продлена помощь энергетическая в кризисное время, что будет с так называемой гармонизацией. То есть здесь уже мы будем смотреть по реальным шагам, но, по крайней мере, поздоровались по-братски. Вот так я... Я один еще момент хотел добавить. Вообще сам термин кураторство, он неофициальный. Это, так скажем, в жаргоне даже можно сказать выражение, которое используется тем российским чиновникам, которые, значит, занимаются Абхазией, да? Вот. И поэтому это не по должности, так скажем, да, то есть вот какой-то блок, там же есть отдел СНГ, куда вот включена в администрации президента Абхазия. Вот. И вероятнее всего вот этот, так скажем, блок, который является Абхазией и Южной Осетией, он, я так понимаю, что он прикрепляется к какому-то из отделов, потому что мы, так скажем, не входим ни в СНГ, мы не входим, то есть юридически, поэтому вот это направление, наше направление, оно может быть передано одному или другому чиновнику. Для того, чтобы определять политику. Администрация президента – это орган, который определяет политику в том или ином направлении. Поэтому, мне кажется, здесь то, что как мы знаем, что вот отделы, которые подчинены Кириенко, это отделы, которые касаются внутренней политики России. И Сергей Владимирович считается одним из таких
так скажем, опытных и таких очень маститых, можно сказать, политиков с большим, так сказать, опытом. И поэтому здесь, я думаю, сам нюанс еще заключается в том, что он родом из Абхазии и разбирается в наших взаимоотношениях, в менталитете, что, и поэтому что зачем стоит и так далее. То есть вот эти вот сегодняшние шаги, я думаю, говорят о том, что вот то, что сказал Ливан, даже его первый приезд и посещение таких мест, говорит о том, что он разбирается в нашей внутренней ситуации. Поэтому есть большая надежда, что наконец, разобравшись, не ссылаясь на, так скажем, какие-то доносы наших так, и экс-президента и ему подобных чиновников, он сможет напрямую сам разобраться в той ситуации, которая у нас. Еще я бы одну вещь добавил. По практике, скажем так, заглядывать за кулисы, то обычно кандидаты в президенты направлялись в Москву, и еще до выборов некие, там, так говорят, что некие обязательства на себя брали, или некие договоренности заключали, то сегодня мы видим, что приезжает высокий чиновник из Москвы уже, то есть это тоже, мне кажется, сигнал и важный сигнал. Это как показатель того, что мы будем разговаривать с тем, кого, в общем, выберет абхазский народ. Я думаю, что вот здесь тоже очень важно как бы такой акцент отметить. Ну, тема вообще большая. В целом, я думаю, для затравки, для начала. Ну, я тоже чуть-чуть завершу. Значит, ну, я очень хочу надеяться на то, что вот эти все санкционные вещи в отношении, да, граждан Абхазии, которые отстаивают интересы своей страны, не в ущерб или в угоду кому-то, а интересы своей страны, они как бы закончатся, как минимум. Ну, а как максимум, мне очень хотелось бы, чтобы господин Кириенко общался с абхазским обществом не с каждым лично, а вообще изучил ситуацию, прежде чем, значит, доверять тем многочисленным бумажкам, которые направляются, да, в администрацию президента России, причем не только абхазскими чиновниками, а совершенно различными структурами, коих здесь вполне в Абхазии много. Это моя такая ремарка. Миса, я тут привык быть, так скажем, ведущим, Главным. поэтому скажу еще одну. Я очень рассчитываю, что и в дипломатической работе, а именно в работе посольства, тоже произойдет пересмотр как бы формата общения с Абхазией, потому что здесь мы наблюдали, к сожалению, что только с официальными, скажем так, лицами очень мало работы было с общественностью. И, например, даже по вопросу лишения гражданства, насколько мне известно, депутаты, двое депутатов постарались увидеться с послом, но во встрече было отказано. То есть вот такие, надеюсь, вот такие факты уже останутся в прошлом. И это тоже, мне кажется, очень важная фигура и самого посла, и как посольство будет взаимодействовать со всем обществом, с гражданским обществом. И, надеюсь, вот эти нарративы о каких-то там иноагентах и все остальное тоже как-то... И антироссийскости исчезнут да. хотя бы, да? Антироссийскости, протурецкости и так далее. Ну, кстати, вот отмечая до этого то, что ты сказал, мне, наконец, за последние 2 с лишним года приятно увидеть было на ресурсе «Спутник Абхазия» ребята из пятнашки, честно вам скажу. Почему тоже? Потому что до этого были сводки Минобороны России, разные материалы, но наших абхазских ребят практически никогда на этих ресурсах не было. И тот факт, что они появились, возможно, это тоже для нас сигнал, что как бы вот к нам стали, ну, может быть, немножечко, по крайней мере, пока так хорошо относиться. Да. И, Ливан, не могу не спросить. Вообще в последнее время очень активно
во всех социальных сетях, кое-какие значит, информационные ресурсы, которые работают в Абхазии вроде как официально, тоже себе это позволяют, либо постить неизвестно чей материал, даже не удосужившись посмотреть, что изначально он размещен на каком-то совершенно анонимном ресурсе. Вокруг вашей фигуры значит, появился такой ореол протурецкости. Турецкий агент, значит, делает все, чтобы, значит, вот Турция там, значит, поглотила Абхазию. Я совершенно недавно узнала о том, что у вас была очень интересная встреча в Турции. Я бы хотела, чтобы вы рассказали, когда она была. Как бы вы по своей инициативе на эту встречу поехали? Или, скажем так, как бы это кто-то делегировал вам такие полномочия? Ну и кто еще там был? Все-таки вы разговаривали с грузинами, хотели сдать родину нашу вместе с нами? Или вы все-таки пытались решить какие-то важные вопросы? Да, спасибо за вопрос. Вообще, эта тема очень такая обширная. И начиная этот вопрос, я бы все-таки начал бы, я сейчас и про поездку, конечно, расскажу. Значит, начиная этот вопрос, я хотел бы сказать, что вот мы всегда обсуждали тему, значит, на нашем канале и на всяких всевозможных круглых столах о том, что кто еще из стран, которые могли бы теоретически признать Абхазию, могли бы признать Абхазию. Да? И когда мы говорили о странах, первым долгом страны, в которых присутствует наша диаспора. Да? И первый такой вот, так сложились обстоятельства, что первая эта страна была Сирия, да, в которой наша диаспора присутствует, и черкесская диаспора в большом количестве. И это был большой успех, значит, так скажем, нашей дипломатии. В дальнейшем мы говорили о том, что какие еще страны, в том числе и Турция, так как там находится очень большая абхазская диаспора, и, значит, диаспора черкесская. И мы очень много проговаривали и говорили о том, что именно вот этот нарратив, что Турция могла бы тоже признать Абхазию как независимую страну. И здесь очень много факторов было положительных в том отношении, что и вот неоднократно в этой студии мы говорили о том, что наша диаспора, она в Турции так себя ведет и такую политику продвигает, что она является, можно сказать, пророссийской. То есть ни одного факта, по которому наша диаспора какую-то антироссийскую акцию провела или что-то в каком-то в этом ключе, то есть это вообще отсутствует, да. И когда началось СВО, значит, многие представители нашей диаспоры поддержали Россию, многие выступали, об этом говорили. Была поездка нашей диаспоры в Москву, где они говорили о том, что вот их можно расценивать как соотечественников, которые находятся, значит, в Турции, их политика в поддержку России. Значит, плюс, можно сказать, вот наши репатрианты, все, которые находятся в Абхазии, они всегда очень четко говорят о том, что они, вот их не вектор пророссийский, хотя они родом из Турции, но все они пророссийский вектор политический имеют, потому что сама Абхазия как политический субъект признана Россией, и, значит, мы являемся союзниками. И это все воспринималось естественно и положительно. И ни одного факта
какой-то антироссийскости нашей диаспоры вообще нету, в природе нету за многие годы. Поэтому и в дальнейшем, я надеюсь, так и будет. Вот, поэтому на самом деле вот эта тематика, она высосана из пальца. Вообще такого фактора, по которому можно сказать, вот, что есть такая диаспора, которая антироссийски настроена, нету. В природе ее нет. Вот. И поэтому этот нарратив, он на самом деле очень вреден. И этот нарратив был использован как раз таки тогда, когда антинародные, антиабхазские инициативы экс-президента, он начал их, значит, продвигать. Естественно, здесь же весь народ Абхазии. Здесь нельзя сказать, что какая-то часть населения. За апартаменты, я помню, массово, значит, массово высказались против. Соответственно, наши представители диаспоры тоже выступали против этого. Это не было каким-то вот здесь, так скажем, здесь молчали, а там подняли голову. Они в поддержку нас здесь, Абхазии, абхазского населения, они тоже высказали свою точку зрения. Хотя, кстати, кто-то и промолчал, там тоже не было такого однозначного, так сказать. Ну, кто-то, значит, так расценил это, чтобы не портить отношения с Россией, там, чтобы нам не запретили въезд в Россию, мы лучше, так сказать, промолчим. Но были те, которые высказали, так скажем, свое отношение. Поэтому эта тема вообще, я думаю, так скажем, инспирирована специально. Она не имеет под собой никакой почвы. Так скажем, вот там нету таких сил, таких организаций, таких сил, которые бы портили бы отношения, да, с Россией, пытались бы это делать. Я вообще про это не знаю, и никто это не может даже ни один факт предъявить. Что касается теперь второй части моей поездки, я вообще всегда вижу, вот если какие-то цели, которые приносят пользу Абхазии, и они не противоречат интересам России, только в этом случае я участвую в каких-то вот такого рода мероприятиях. Но это было где-то около 4 лет назад, может чуть меньше. Подняли тему по транзиту. И, соответственно, эта тема начала обсуждаться. Мы, как эксперты, тогда высказали свою точку зрения. Даже, по-моему, одни из первых на Апснахабар, где сказали, что вот эта тема, она сейчас большую помощь, это уже СВО началось, большую, значит, пользу и России может принести, и, соответственно, Абхазии. Да? Но так как транзит — это та часть, значит, абхазско-российская, понятно, но транзит должен идти через Турция, Грузия, естественно, возникал вопрос, как к этому отнесется Грузия. Вот. И была создана комиссия государственная, которую создал тогда, значит, нынешний экс-президент. И так как наше, как бы, экспертное сообщество, которое я представлял, мы положительно к этому отнеслись, и, так сказать, свою заинтересованность, меня включили в эту государственную комиссию под председательством Пабба, Валеры Пабба. Вот. И в рамках, когда мы уже начали обсуждать эти темы в комиссии, и поступило тогда предложение
что в Турции организуется такое, так скажем, экспертное обсуждение этого вопроса. Первый вопрос, естественно, я задал, будут ли участвовать российские эксперты. Вот, мне дали положительный ответ, и на самом деле российские эксперты участвовали в этом мероприятии. Тоже ученые, там разные, значит, лица. Я по моей же инициативе в этом экспертном, значит, обсуждении приняли участие представители нашей диаспоры. Несколько человек из диаспоры и наш представитель Ибрагим Авицба также участвовал в этом обсуждении. Вот, то есть состав был такой, значит, с абхазской стороны был и депутат, и несколько, значит, экспертов, которые мы входили в комиссию, вот все мы входили в государственную комиссию по транзиту. И, соответственно, значит, грузинская сторона была представлена российская сторона, эксперты участвовали, и представители диаспор, именно нашей диаспоры. Вот, и это было очень, так скажем, такое обсуждение, где предлагались разные варианты, и мы понимали, что насколько это все сложно, и была тогда просьба, то есть мы понимали, что российская сторона, она может, так сказать, это обсуждать, это ей выгодно и так далее. Мы также могли это в общественном пространстве все обсуждать, но грузинская сторона сказала, что эта тема очень непопулярна в Грузии. Фактически вот этот транзит, который пройдет через территорию Грузии, соответственно, Абхазия будет участвовать как сторона. Это очень тема непопулярная, и поэтому они приехали консультироваться, обсуждать, какие варианты возможны, но попросили, значит, об этой встрече публично не говорить. Хотя по приезду участники от Абхазии выступили в средствах массовой информации и сказали, что такая встреча была, что они участвовали и так далее. То есть они пофамильно не сказали и не называли, ну, кто с грузинской стороны был, ну, сказали, что такая встреча идет. Насколько я помню, обсуждалось, вернее, там такая была постановка, что вопрос транзита обсуждался в Турции. Вот как-то вот такая была. Да, но это было в СМИ и в Абаза, насколько я помню, ТВ, и на ГТРК. То есть, то есть участники этого мероприятия, они озвучили это, но учитывая то, что это такая была очень для нас важная тема, потому что транзит через территорию Абхазии, это, наверное, сейчас уже можно говорить, потому что, я не знаю, состоится ли он вообще теперь, но это все-таки косвенное признание Абхазии, потому что мы там должны были выступать как сторона. И, соответственно, наша позиция, абхазская позиция, именно мы уже сталкивались с такими вопросами, где нас не рассматривали как сторону. Там, например, там называли грузинская железная дорога. Или координатами обозначали и так далее. И вот, если может кто-то сказать, вот почему мы должны были там, можно было бы и без абхазцев, там, чтобы условно грузины и русские. Но я вот не считаю это правильным. Я считаю, похоже на Кавказионе. Да, я считаю, что абхазская сторона всегда должна участвовать в таких переговорах и свои заявления, свои интересы там защищать. Конечно. И, кстати, вот по поводу там транзита,
грузов, да, мы затронули и вопрос, да, транзита пассажирского тоже, чтобы катера, значит, разные формы там доставки по морю тоже шли. Там, например, Трабзон, Батум, Сухум, Сочи. Вот такой. И говорили о том, что это очень сильно облегчит и нашей диаспоре тоже, значит, вот с Трабзона, значит, заходя в Батум, они могут, значит, и говорили о том, что там таможня, например, или там пограничники российские могут и в Сухуми стоять, там пункт открыть для того, чтобы вот этот вот транзит тоже осуществлять. Вот, поэтому, естественно, были различные беседы в ходе этой вот, значит, конференции, уже, естественно, без грузин мы разговаривали, были там у нас возможности, это, где мы ставили вопрос перед абхазской диаспорой, там присутствовали черкесская, значит, представители диаспоры, где мы говорили о том, что может ли вообще в конце концов наши паспорта признать Турция. Хотя бы вот на этом этапе, вот если мы вот осуществим это, так скажем, транзит в общих интересах, понятно, что и в турецких интересах этот транзит работал. Может ли Турция, значит, наши паспорта признать как для передвижения, хотя бы как первый шаг? Может ли Турция, значит, признать наши банки для того, чтобы, потому что транзит тоже невозможен без банковских переводов, банковских вот этих вещей. Вот. И, соответственно, я так думаю, что вот это, к сожалению, потом этих встреч больше не было, потому что, я думаю, грузинская сторона вот именно вот признание Абхазии как стороной и последующие за ними какие-то, значит, возможности у Абхазии транзитные и юридические, и финансовые, наверное, из-за этого они этот проект, в этом проекте перестали участвовать. Ну и комиссия, соответственно, которая была создана, она, значит, при президенте, она... При президенте Аслане Бжане. При президенте Аслане Бжане она тоже остановилась, да. Но, соответственно, все стороны, это не скрывалось, то есть это не было, как сказать, это именно публичной, вот она не потому, что мы боялись, потому что все то, что я сейчас говорю, чтобы не испортить, вот это не помешать. Вот, потому что вначале грузинская сторона говорила о том, что это возможно. Есть такие возможности, но вероятнее всего вот в силу того, что мы получали там определенные возможности, именно абхазская сторона, вот этот проект был остановлен. Естественно, Бжане, вообще, то есть мы, когда приехали, мы зашли к нему, рассказали детально, какие есть возможности по этому транзиту, и что были, значит, все стороны здесь присутствовали, и он знал об этом. А потом, значит, соответственно, представить это таким образом, что это какие-то антироссийские действия, это вообще, просто, наверное, только или... мы же понимаем, что это в политической борьбе использовал. Ты был в Турции, да, был. Ты там, значит, встречался с теми, встречался. Но это же в интересах России было. И в интересах Абхазии, соответственно, было. Поэтому ни в каких других встречах я не принимал участия. Не было больше никаких других встреч, в котором я принимал участие, что-то мы другое обсуждали. Это вот только зато тайным агентом, антироссийским, протурецким стали из всей абхазской делегации, только вы, я так понимаю. Да, я там, нет, там вот
даже очень интересный такой факт был, так как когда мы ехали, значит, в Турцию, нас остановили на границе, и там нас спрашивали, куда вы едете, по какому причинам. И, естественно, все это рассказали, каждого из участников опросили. После того, как, я же еще раз говорю, там представляли значит, российскую сторону российские эксперты. И, соответственно, они тоже отчитывались, наверное, и перед своими спецслужбами, и перед своим начальством. И когда мы провели эту встречу, на обратном пути уже вообще никто к нам не подошел. Было понятно, что значит, все стороны разъяснили для себя, что это всем выгодное, так скажем, обсуждение. Поэтому, ну, даже я так вот, представители России, кто участвовал, вот они нам говорили, что это очень выгодно России, и мы тоже со своей стороны будем, так скажем, продвигать этот вот проект. Ну, я могу информационную часть дополнить, потому что Ливан говорил о фактическом как бы, да, мероприятии. Когда это происходило по периодам, для того, и что, и как это сопровождалось информационно, вот именно, так скажем, про турецкость. Итак, напомню, что эта встреча была, если я не ошибаюсь, в конце весны, в начале лета 2022 года. Да. Если вы помните, Пицунская госдача появилась в повестке в середине лета 2022 года. Сразу после этого, после того, как Пицунская госдача стала таким яблоком раздора, был образован комитет по защите суверенитета, который возглавил Ливан. И до этого не было жесткой критики позиции экс-власти и лично Аслана Абжани. Дальше, тогда не произошла ратификация в 2022 году. И вот в апреле 2023 года, уже практически через год после той встречи, появилось первое упоминание в СМИ. И причем появилось это упоминание в СМИ в турецких СМИ, ну вернее на турецком сайте. И дальше сразу назывался только Ливан. И эту информацию нам скинул наш друг, не буду называть имени, но депутат парламента. Да. Так вот, к чему говорю, то есть спустя практически через год с упоминанием, что, значит, вот иноагент, агент турецкой разведки Ливан, появилась информация. Дальше эту информацию подхватили анонимные телеграм-каналы, которые уже давно даже ставят под сомнение сам факт существования Абхазии, статуса и так далее. Ну, не буду их называть, чтобы не пиарить. Вот. И, ну, не могу не назвать спутник Абхазия. Это уже как бы надо назвать, что вот эту непроверенную, абсолютно ложную информацию, как будто бы взятую из турецких, грузинских СМИ. То есть достаточно, чтобы это появилось на одном сайте в турецком, на одном сайте грузинском, и дальше это уже называется турецкие и грузинские СМИ. И вот мы получаем подтверждение, что, значит, Ливан турецкий агент. Это так. И когда пошло уже жесткое противостояние уже апартаментам, тогда наша турецкая абхазская диаспора, вы помните, очень активно выступила, и представители диаспоры приехали в Абхазию, увидели именно в Комитете по защите суверенитета ту группу лиц, через которую они хотели бы общаться с абхазским обществом, потому что они видели, как вещает абхазское государственное телевидение и государственные СМИ. И прямо здесь прошла пресс-конференция, то есть мы выступили уже, получается, против апартаментов. Мы выступили против потом дальнейшего инвестиционного соглашения, тоже не нашло поддержку в диаспоре в Турции. Ну и, собственно, вы знаете, здесь в обществе так все однозначно было. Вот как шла вот эта информационная возня, исходя из
той вот новости, вернее, там, того якобы аналитического материала, который как будто бы появилось в турецком СМИ, вот это все как бы было поднято анонимными ресурсами и полуанонимными, полугосударственными, скажем так, здесь ресурсами. И вот так это было сформировано. Сейчас мы уже видим в таргетированной рекламе в социальных сетях российских, что вот агент влияния и так далее. Я сейчас еще об одном человеке хочу сказать, нескромно о себе, потому что я ездил относительно недавно в Турцию, уже после отставки экс-президента, потому что турецкая абхазская диаспора попросила меня, чтобы я приехал и рассказал, как это все было в реальности. У меня было 2 встречи, они проходили под камерой, как говорится, под камерами. Вот, все снималось, в том числе в прямом эфире в Фейсбуке это было. И у меня есть достоверная информация, что, скажем так, люди, которые уполномочены от Абхазии защищать интересы Абхазии и представлять их в Турции, пытались помешать моим встречам там в Турции, чтобы меня там не встречали, чтобы в Дернеках не проходили встречи и так далее. И именно с этим было потом связано мое задержание на границе, если вы помните. Вот, мы об этом так широко не говорили, потому что это совпало с трагедией в парламенте. Вот, и сейчас я уже могу сказать, что моя встреча, вернее, когда я пересекал российско-абхазскую границу и встреча с представителем ФСБ, я говорю, вы сразу скажите, вас интересует вот это? Тогда я могу поговорить с человеком, который разбирается в этих вопросах, или вы формально. Я тогда увидел, что это была формальная для галочки, там же галочка стоит, как раз для галочки они провели эту беседу, и насколько мне известно, как раз люди, которые должны представлять наши интересы, пока я находился в Стамбуле, связывались тогда с администрацией, тогда еще действующего ИО президента, ныне кандидата в президенты, и жаловались на мое, так скажем, пребывание в Турции, где, в общем, тоже ни от кого ничего не скрывали, мы все, за всем этим можно следить, было и в Апснахабар, и в социальных сетях. Вот так наши друзья и коллеги работают на благо Абхазии. Еще один момент я хотел бы отметить, это вот очень много там в социальных сетях встречаешь по поводу финансирования, кто финансирует Апснахабар и так далее, и так далее. И не только. И не только там нашу деятельность. Я могу сказать, что ответственно, как хотите, я не знаю, здесь никогда никто не сможет опровергнуть мои слова, потому что это на 1000% правда, что мы, занимаясь бизнесом, сами финансировали все, что и студию, то, что мы создали, и все, что мы делаем, мы всегда, это была принципиальность наша, всегда, чтобы не зависеть, не быть ангажированными, да? Но здесь надо одну вещь тоже сказать, что после как раз вот этих событий, о которых Ливан говорил, после того, как начался этап спецсунда и так далее, я об этом не говорил, но хочу уже сказать, потому что, чтобы тоже знали и разного толка разговоров не было, что была предпринята попытка, не попытка, она была реализована. Удачная, так скажем, это по отношению моего бизнеса. Значит, мой бизнес закрылся. Да, Бжани организовал все так, что заказов у меня больше не было. Я занимался строительством, заказов у меня не было. Здесь массы проверяющих, которые сидели у меня, которые что-то искали, в итоге ничего не нашли, но отпугнули всех заказчиков, и фактически бизнес мой был закрыт. И как же я выживал эти годы? Все это знают, я начал продавать свою технику строительную, я начал распродавать свое оборудование, технику, и этим самым я выживал. К сожалению, часть моих друзей
от меня отказались, испугались, отвернулись, но была другая часть, слава богу, моих друзей, которые просто мне как человеку, в моей семье помогли выжить весь этот период. Но мы свою деятельность этим самым не остановили. Я еще раз говорю, продав, значит, и технику, и оборудование, мы, значит, продолжали дальше работать. И никакой копейки никто нам ничего не давал, и никаких там НПОшных денег или чего-то. То есть у вас даже квартир за границей нет, да? Нет. И виллы тоже нет? Виллы, ну, к сожалению. Пишут, что есть, вот я хотела бы тоже узнать, где они. они. К сожалению, нету. Плохо. Вот, поэтому что я не жалуюсь на жизнь, я об этом не говорю, но вопрос был принципиальный, закрыть нам финансирование. И я имею в виду, чтобы мы не зарабатывали, во все банки были отправлены, значит, есть эти письма, хотя я так, наверное, они у кого-то сохранились, где именно мои фирмы и, значит, имя, фамилия, отчество, чтобы не давали мне кредиты. Если у меня кредиты, чтобы я их, значит, по требованиям закрывал, значит, то есть создать мне вот такую вот, ну и, к сожалению, я потерял бизнес, вот, и выживал весь этот период, поэтому... Ну, не отступили. Нет, это было принципиально для меня, потому что здесь были интересы моей родины, и вот это тоже, кстати, самая основная тема. Здесь вот когда недооценивают Абхазию и говорят о том, что Абхазия самостоятельно, вот это тоже вот как бы вот этот нарратив, что самостоятельно она не может экономически существовать, то есть она должна быть дотационная, она должна быть, то есть только внешние инвесторы могут спасти ее и так далее. Ну, мы с этим категорически не связаны, ну, не согласны, потому что у нас есть потенциал огромный в Абхазии, и экономический, и человеческий, что мы можем быть независимой самостоятельной республикой, суверенной. Соответственно, таких независимых стран, которые ни от кого не зависят, в природе не существует, да, и вот эти отношения с Россией, мы всегда эти отношения экономические, туристические и союзнические, так сказать, военно-политические всегда приветствовали, всегда были за эти взаимоотношения, но всегда отмечали, что вот Абхазия должна быть независимой, суверенным государством для того, чтобы сохраниться как этносу, как народу. Поэтому здесь никогда я в этом никаких противоречий не видел, но вот этот нарратив, что если внешних инвестиций не будет, Абхазия, значит, пойдет по миру или вынуждена будет искать там турецкие там, или какие-то там американские инвестиции, я категорически с этим не согласен. Я не вижу там, например, вот этот, ну, тут тоже разгоняется эта тема о том, что вот здесь так много турецких инвестиций, я вообще про них, честно говоря, не знаю. Никаких, главное сказать, да, написать. инвестиций. Ну, несколько кафе на набережной, это, наверное, Да, очень таких крупные вот, инвестиции. Да. если, ну, кафе на набережной, если рассмотреть, это наш репатриант, он у себя дома. Он Ну, у себя не, а дома, как назовешь? да. Ты назовешь его турецкий, и да, все. как можно это назвать? Вот, поэтому
вот этот вот сегодняшний, то, что разгоняется, вот эти вот темы, которые фактически привели, да, я уверен, что это вот для решения вот этих политических задач, внутриполитических задач, удержания власти, коррупция, удержание вот коррупционной системы, которая, так скажем, экс-президент, он фактически он пронизывает всю нашу страну, эта коррупция. Она настолько губительна для нашей страны, чтобы вот сохранить это все, так сказать, и усилить как коррупционными схемами там внешних инвесторов, вот эта вся вот эта вот система, она фактически привела к его отставке. То есть это не то, что если бы эта сегодняшняя ситуация, она бы устраивала бы народ Абхазии, да, абхазский народ устраивала, что вот все у нас хорошо, то никто бы не свергал, значит, Бжаня, он бы и сегодня был бы кандидатом в президенты. Но вся эта ситуация говорит о том, что абхазский народ верит в свои силы, абхазский народ хочет быть суверенным, быть союзником России, надежным союзником во всех смыслах. Поэтому здесь никаких я не вижу противоречий. И я одно короткое дополнение, мы уже около часа беседуем, и, наверное, будем завершать, если у тебя не будет больше вопросов. Нет. Пока мы были в администрации президента, вот в те дни, помните, ноябрьские дни, было очень много времени, и таким как бы случайным образом в наши руки попадали определенные документы. И, к сожалению, мы видели, что вот во всей вот этой информационной политике, совсем нечистой и нечестной, участвовали в том числе члены Совета Безопасности Абхазии, не только один экс-президент. И мы видели, кто говорил о том, что якобы там, мы агенты турецкого там, влияния или там, западного и так далее. Вот эти все документы есть, и я думаю, что история все в итоге расставит на свои места, и, надеюсь, она начинает расставлять. Так что мы знаем, о чем вы говорили, о ком вы говорили, какими выражениями, и несмотря на то, что эти люди совсем нам недалекие, да, и даже близкие. Среди них наши коллеги. И коллеги, я скажу, и родственники, и друзья, скажем так. Вот, ну, они говорили то, что они сказали. Мы об этом знаем. Наверное, не будем пока... И даже не забыли еще. Да, не будем придавать этой огласке, всю огласке, но, по крайней мере, мы знаем, что вы в том числе делали так, чтобы сегодня, например, такая новость, как лишение Ливана гражданства, в этом есть и ваше соучастие тоже. Я просто хочу это сказать, чтобы просто вы знали, когда засыпаете. Мне крайне прискорбно, что в попытке хорошо выполнить тот или иной приказ, вот для меня совершенно не важно, этот приказ отдавал Аслан Бжаня, этот приказ отдавал Бадр Агунба, этот приказ отдавал Александр Анкваб. Я не знаю, кто его отдавал, да? Но кто-то же отдавал эти приказы. И мне искренне жаль, что в попытке добить абхаза принимали участие абхазы. Простите, это даже не враги были. Это вроде как были все свои. И да, некоторые документы меня лично искренне удивили, потому что, оказывается, Аяшеру, то бишь это я одна работаю в своем агентстве, в своем СМИ, даже пытались вовлечь в пул Аслана Бжаня, что для меня стало большим удивлением. Но спасибо за приглашение. Спрашивать, за кого вы будете голосовать, я не стану на этот раз. Но я надеюсь, что наши такие встречи по интересным и важным вопросам будут как можно чаще проходить. Спасибо, да. Я хочу сказать, что не все мы могли сегодня рассказать, но попытки вовлечь свою команду Аслан Бжаня
Он не только в твой адрес, так сказать, пытался применить. Так что спасибо за такой формат. Подписывайтесь на Апсны Хабар. Абзирас.